В ходе посещения семьи Калоевых Махмуд Али Калиматов ознакомился с условиями проживания большой семьи, осмотрел хозяйство. Калоевы проживают в небольшом съемном доме, часть которого недостроена и непригодна для проживания. Отсутствуют необходимые удобства. Жилищные условия можно назвать крайне стесненными. А вы на жилье стоите или стояли? В 2007 году я сдавала. Документ? Те, кто стоял на учете в органах соцзащиты до 5-го года за счет средств федерального бюджета, после 5-го года в соответствии с жилищным законодательством, то есть документы до 2007 года не дала. 2007 года, да? 2007 года, да. 7. Но мы посильную помощь по безработице оказываем. У вас есть очередь на землю? Сколько? На земельный участок они не подали документы во время существования районной администрации УНИДа. Была очередь сюда со слов, а сегодня они не стоят. Но вот недавно приходили наши сотрудники, составили акт жилищно-бытовых условий. Им было предложено прийти в администрацию, написать заявление, чтобы мы их приняли на учет как малоимущая семья и чтобы они стали на земельный учет. Несмотря на неблагоприятные жилищные условия для организации семейного предприятия, здесь использованы все имеющиеся возможности. Значительная часть двора отведена под загон и сенохранилище. Каждый из членов семьи, помимо 5 младших, здесь же проживают 2 женатых сыновей, задействованы в уходе за животными и последующей реализации продукции. Оформить ищите Ну, он получал бы какие-то, вы здесь, если было бы оформлено. Но они же здесь снимают социальный найм. Когда вы могли бы официально, если был бы, то вы могли бы коммуналку и аренду платить. Жил, 5 тысяч делов, вот. И вот получается, если оформить дом, во-первых, вы оплачиваете коммунальные услуги все, то есть свет, газ, все, да? Вода. Но это ему тоже выгодно. Вы оформите седой, о чем я говорю-то? И мы теряем столько, не доносим до людей. За коммуналку они же заплатят за нее по закону. И льготы, которые там многодетным дают, они тоже, они перевес будет. Муниципалитеты и служба Министерства труда должны полностью проревизировать все эти вещи. Надо каждый дом знать у себя, каждый квартал. На этом примере я вижу разбалансированность системы муниципалитета. Вот. Дома стоят, дома не оформлены. Любой газ, свет и проект составляется. Какой здесь проект? Тех условий выдают на это, чтобы подключить дом, какое-то хозяйство. Такие семьи, по мнению Махмуда Али Калиматова, являются примером трудолюбия и стойкости. После детального разговора с Фатимой Магометовной глава республики пришел к выводу, что помощь подобным семьям оказывается недостаточная. Так, зачастую к их деятельности при соблюдении определенных условий применены меры программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как грантовые по линии Минсельхоза, если речь идет о жителях сельской местности, которые занимаются крестьянско-фермерскими хозяйствами, так и методической и консультативной со стороны Минэкономразвития. Помощь какую-то. Перед нами помогли еще сейчас кукурузой поможем дополнительно, и она у нас участвует, начинающая фермер, около 800 тысяч она получит. В течение месяца. А жилось кяхту жди не только, вот на примере ее, понимаете, разрабатывать надо. Она кормит себя, детей кормит. Что мы можем сделать, чтобы у нас здесь как-то люди жили. А для них, для малого и среднего бизнеса, там есть определенные выплаты, там, гранты. Они должны разъяснять. Да? Да. Они должны пакет документов в банк, какой кредит взять, как и, значит, получить грант какой-нибудь, войти, бизнес-план разработать. И каждый министр, вот в части, я имею в виду Минсельхоз и другие, они должны разрабатывать эту вещь, чтобы не просто выплаты, подарки, нет.
официально хамдухин с государством. Понимаете? Чтобы у нее, она не просила там, ходила там, а она, ей положено это, да? Но для этого надо все нормативные документы оформить, все сделать. Но ей надо помочь их оформить. Когда нужно в правовое поле зайти, пакет документов подскажите ей, чтобы сюда приехал, не она туда ездила. А вот чиновник, вот у тебя там какой-нибудь специалист сидит же, он тебе бездельник там. Вот бери, вот пусть он приедет, оформит пакет документов, 10 раз приедет. Сделайте, а здесь до моя. Вот мне тут обещалки не нужны, потому что вы забываете. Другие, значит, у вас не получается, у вас времени бывает, понимаете? Огромная ответственность в данном вопросе лежит и на главах муниципальных образований, поскольку никто другой не будет знать, кто и как проживает на их территории, с какими трудностями сталкиваются. Махмуд Али Калиматов поставил задачу всем уполномоченным ведомствам и представителям муниципалитетов при взаимодействии предложить программу всесторонней поддержки семей с 7 и более детьми. Их, по данным Минтруда республики, порядка 4000. На примере вот этой семьи разработаете концепцию, да? Но вот я хочу, чтобы вы изучили в республике, пусть в течение года, изучите вот эти семьи и все, что возможно, что должен мэр делать, что может с инициативой выйти из правительства, что министр на правительство, если надо через наш парламент, вот полностью до копейки, сколько тратится на свет, сколько на это, и у вас формат будет. Только вам надо будет детей 5, 7, 3, вот регулировать только вот эту цифру. Остальная, вы кальку сделаете, так, Бог бы больше. Кроме того, Министерству труда Ингушетии было поручено составить список молодых людей из многодетных семей с высшим образованием для помощи в трудоустройстве, информирование о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей согласно специализации и опыту работы. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.